Альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаляму аля сайидил мурсалин Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля баракату, мои уважаемые братья и сестры. Сегодня мы с вами будем говорить об одном из священных месяцев нашего лунного календаря, о месяце Мухаррам, о месяце Раджаб. Этот месяц, дорогие мои братья и сестры, это месяц Всевышнего Аллаха. И мы давайте попробуем с вами разобрать, из каких букв состоит этот месяц и какой смысл он в себя включает. Первая буква Ра, из трех букв Раджаба. И эта буква Ра, как в этой книге написано, Рауху ядулю аля рахматиллах. Эта буква Ра, она указывает на рахмат, на милость Всевышнего Аллаха. Вторая буква этого же слова Джим. Уаджимуху ядулю аля джарамил абди. Этот Джим, он указывает на нашу греховность, на наши грехи и недостатки. Вабауху ядулю аля бирриллахи та'аля. И буква Ба, она указывает на благо Всевышнего Аллаха. То есть, какова глубина этой мудрости, мои дорогие братья и сестры, то, что две находящиеся в окружении буквы Джим, наших грехов, буквы, они как бы охватывают наши грехи, с одной стороны, рахматом, милостью Всевышнего Аллаха и милосердием, а с другой стороны, его благом. Какова милость Аллаха, дорогие братья и сестры? Мы знаем, что все блага и все, что было ниспослано от Всевышнего, нашего Творца, мы знаем, что оно связано с нашим любимым господином пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. И именно от него мы получаем некоторые знания, которые мы сейчас с вами зачитаем и попробуем вам показать достоинство этого месяца. Ман ахья ауаля лайлатин мин раджабин, тот, кто оживит первую ночь месяца Раджаб, лам ямут кальбуху иза маттил кулуб. Его сердце будет оживленным в то время, как сердца других людей будут мертвы. И мы с вами, дорогие братья и сестры, знаем, что при том, чтобы наши сердца были богобоязненны, при желании этого, мы еще хотим и блага этого мира получать в этом мире. И дальше этого же хадиса говорится: «Васаббаллаху л-хайра мин фавqi ра'сихи саббан». И при этом тот, кто оживил эту ночь месяца Раджаб, Всевышний Аллах вместе с богобоязненностью дает этому человеку хайр, то есть благо, различное благо. Благо бывает разных видов, мы с вами знаем. Это благо здоровья наших детей, благо в виде благодати, да, нашего пропитания. Это отношения с нашими родными, близкими, то есть различное благо Всевышний Аллах. Тут говорится «саббаллаху», «саббан», то есть Всевышний Аллах изливает на нас, на наши головы сверху изливает на нас это благо. При всем при том, что Он нам дарует оживление сердца. Вот сочетание двух вещей, которые, мы же знаем, что в одном сердце две вещи, они сопротивляются друг с другом. Это богобоязненность и мирское. Всевышний, тот, кто оживляет ночь Раджаба, он дает и благо этого мира, и вместе с этим богобоязненность. Дальше здесь говорится: «Вахараджи мин дунубихи кайомин валядатху уммуху». И вместе с этим Всевышний Аллах, он этого человека делает свободным от грехов, словно в день, когда его родила мать. То есть, как младенец, этот человек бывает чистым от грехов. И также этот человек, он становится достойным делать шафа за 70 тысяч человек в то время, в судный день, когда они будут удостоены ада. Он зарабатывает достоинство шафаата, достоинство заступничества. И дальше говорится, дорогие братья и сестры, также из хадиса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям: «Ман саля ба'даль магриби фи лайлатин мин раджабин», кто после магриба, после вечерней молитвы, кто помолится в месяц Раджаб, ашрин ракатан, 20 ракатов. «Якрау фи кулли ракатин фатихаталь китаб валь ихляс», и в каждом ракате он будет читать суратуль фатиха и кульху. «Вассалама ашир таслимат», хафадаху Аллаху та'аля, Всевышний Аллах сохранит этого человека. «Ва ахли байтихи», и также сохранит его семейство. «Ва аялихи мин балаи дунья ва азабил ахирати». Он сохранит его семейство, его родных, близких, его самого от вреда, от бед этого мира и также от наказания того света.
То есть то, на что мы надеемся, дорогие братья и сестры, вот эти все богослужения, которые мы делаем, все старания, устремления в нашей религиозной жизни, нашей духовной жизни, наших отношениях с людьми, забота о родных, близких, все, что мы об этом думаем, переживаем, Всевышний Аллах нам дарует всего лишь поклонением одной ночи, поклонением одного вечера. Какова милость Аллаха и каково достоинство этого месяца Раджаб, месяца Всевышнего Аллаха. И также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, нам говорил, нас побуждая побольше, чтобы мы богослужение совершали именно в этот благословенный месяц, как дар Всевышнего Аллаха. Также нам приводил, как, позиционируя нас в этом, говорил, что он видел в ночь Ми'раджа, ночь Вознесения ко Всевышнему Аллаху, он видел реку, вода которой, она была слаще меда, холоднее льда и ароматнее миска. И тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, Джабраилу задал вопрос: «О Джабриль, для кого это?» И тогда Джабриль, алейхиссалям, ему ответил: «Для того, кто благословлял тебя в месяц Раджаб». То есть в месяц Раджаб, если мы будем читать побольше салавата, то эта река, она будет дарована нам, она будет создана для нас. И поэтому, дорогие братья и сестры, в этот месяц нам очень выгодно, нам желательно совершать побольше благодеяния, побольше богослужения. К сожалению, дорогие друзья, иногда мы с вами даже не знаем, когда проходит месяц Раджаб. Некоторые из нас, увлекаясь бытовыми моментами нашей жизни, они даже не понимают, в какое время года бывает проходит месяц Раджаб, месяц Шаабан, месяц Рамадан, увлекаясь своей семьей, увлекаясь тем бытом, который его окружает. А на самом деле тут передается, что «Инна раджаба ба'да ма ямды яс'аду иля самаи файкулу Аллаху та'аля я шахри хали юхиббунака ва я'замунака». По истечению месяца Раджаб он поднимается ко Всевышнему Аллаху, и тогда Всевышний Аллах спрашивает его: «О мой месяц, любит ли тебя и возвеличивает ли тебя?» спрашивает наш Создатель. «Фаяскуту ва ля ятакаллам хатта яс'аля саниян ва салитан». И тогда этот месяц Раджаб, он не отвечает Создателю, пока он не спросит второй раз и третий раз. Сумма якуль, затем говорит: «Иляхи, анта саттарил уюб, амарта халакака би айястру уюба гайрихим». Ведь ты, мой Создатель, говорит, мой Господь, ты скрывающий ошибки, грехи других людей. И также ты повелел своим созданиям, чтобы они скрывали ошибки других. «Васаммани расулак асам». И также твой посланник, наш господин пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он назвал меня скрывающим, глухим. «Ана сами'ату та'атахум», я слышу поклонение твоих творений. «Мa'уюбихим», вместе слышу поклонение твоих творений, «Валя асмa'у ма'сиятахум», я не слышу их грехи. «Фалидалика сумия асам», и из-за этого назвали меня глухим. «Сумма якулю Аллаху та'аля», затем Всевышний Аллах скажет месяцу Раджабу: «Анта шахри му'ибун асам», ты мой месяц, имеешь недостаток тем, что ты не слышишь. «Ва ибади му'ибуна кабальтахум», и также мои рабы, они тоже имеют ошибки, имеют недостатки вместе с тем, что я принимаю их ма'уюбихим, вместе с их ошибками. «Бихурматика», посредством почитания тебя, о мой месяц, говорит Всевышний Создатель. «Кама кабальтука», подобно тому, как принял тебя. «Ва анта му'ибун ва агфару лахум бинадамати вахадатин фика». И также одним лишь надамат, это сожаление, одним лишь сожалением этих моих творений я принимаю их прощение именно в этот месяц, месяц Раджаб. «Валя нахтубу лахумул мааси фика», и также мы не записываем, говорит Всевышний Аллах, им грехи в месяц Раджаб. И также здесь передается в другом хадисе от Абу Бакра Сиддика, радиаллаху анху: «Ида мадо саласу лайли мин раджабин фи аввали джум'атин», в первую ночь джума, когда проходит первая треть ночи, «Ля табкаль маляикату фис самавати валя фил ард», не остаются ангелы ни на земле, ни на небесах, «Илля иджтами'уна фил ка'бати», кроме как они собираются в Каабе. «Фаянзуру Аллаху
лахум ва якуль, и тогда Всевышний, наш Создатель, смотрит на всех этих ангелов бесчисленных, и тогда говорит: я маляикати, о мои ангелы, ис'алю ма ши'тум, вы просите у меня то, что вы пожелаете. Фаякулуна раббуна хаджатуна ан тагфира лиман сама раджаб. О Аллах, они скажут: мы просим, чтобы ты простил того человека, который постился в месяц Раджаб. Фаякулю Аллаху Тааля, тогда Всевышний Аллах скажет: «Кад гафарту лахум», поистине я простил им. И также передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Куллю нас джияун яумул киямати илля анбияй ва ахлихим». Все люди в судный день, они будут испытывать сильный голод, кроме пророков и кроме их семей. И дальше тут говорится: «Авасаиму раджаб ва ша'бан ва рамадан фа иннахум шиба'ун ва ла джау'a лахум ва ла аташ». И также вместе с этими пророками и их семейством, а также те люди, которые постились в месяц Раджаб, Ша'бан и Рамадан, также они не испытают ни голода, ни жажды в этот страшный день. И также передается о судном дне, о котором, дорогие братья и сестры, мы иногда вспоминаем, и становится грустно, становится тягостно на сердце, и мы пытаемся избежать, конечно, этого, стараясь быть искренними в наших богослужениях. И также этот месяц Раджаб нам вспомогательным, как спасательный круг, является помощником в этот судный день. Также передается, что глашатай, призывающий в этот страшный судный день, он воскликнет: «Айна раджабиюна». Где вы, о раджабиюны? Раджабиюны – это те люди, которые совершали богослужение в месяц Раджаб. Он будет искать призывающие раджабиюнов, этих людей месяца Раджаб. «Фаяхраджу нур фаятбау Джабраил ва Микаил алейхим ассалату вассалям». Азаликан нур. И тогда выйдет, говорит, огромный клуб света, огромный нур выйдет, и за ним последует ангел Джабраиль и Микаил алейхим, да будет мир Всевышнего над ними. «Ваятбау раджабиюна». И также за этим светом и за этими ангелами последуют раджабиюны, люди Раджаба. «Сума ямуруна аля сират калбурак аль-хатиф». И тогда они все вместе с этими ангелами, эти раджабиюны, они словно блеск молнии, они пройдут через мост Сират. Мы же знаем, мост Сират, он состоит из длительных многовековых стоянок. На каждой стоянке человек будет стоять по 1000 лет. Этот огромный путь будет пройден буквально как за световое расстояние, как удары, как сверкание молнии. Они пройдут вместе с этими ангелами. «Сумма ясджудун Аллаха Та'аля шукран». И затем они, пройдя этот мост Сират, они упадут в земной поклон перед Всевышним Аллахом, благодаря Его за то, что они так быстро прошли мост Сират. «Фаякулю Аллаху Та'аля», и Всевышний Аллах скажет: «Аюха раджабиюна». О раджабиюны мои, ирфау руусакум аль-яум, вы поднимите свои головы. Кад кадайтум ас-суджуда фи дунья фи шахри. Поистине вы совершали этот земной поклон в мирской жизни в этот священный месяц Раджаб. Иртахалю иля маназиликум, отправляйте же к тем благам, которые я вам здесь приготовил. Также мы знаем, уважаемые мои братья и сестры, что нас сопровождают постоянно ангелы-катибины, ангелы, записывающие наши благие и плохие деяния, ракиб и атид. Каждое наше хорошее деяние бывает зафиксировано, каждое наше плохое деяние бывает зафиксировано. И в виде книги в судный день они нам будут представлены. И именно в этот месяц, месяц Раджаб, эти саяаты, нехорошие вещи, которые мы получаем случайно как-то по невнимательности своей, эти наши плохие деяния не бывают записаны достоинством месяца Раджаб. И также приводится пример тех людей, которые совершают богослужение и устремляют все свои старания к этому в месяц Раджаб. Приводится история одной женщины, которая жила в Иерусалиме. Она, словно охотник, охотится за дичью, вот таким же образом, таким же старанием она ожидала месяц Раджаб. И с его наступлением она снимала
атласной красивой одежды, надевала простую одежду и совершила богослужение. Каждый день эта женщина, каждый день свой украшивала чтением 12 раз суратуль Ихляс, Кульху, который мы все с вами знаем. 12 раз каждый день она читала суратуль Ихляс. И соблюдала посты, оживляла ночи. И таким образом, когда она в одной из дней месяца Раджаб она заболела и завещала своему сыну: «О мой сыночек, если вдруг я умру, то я тебе завещаю, чтобы ты одел меня в простую одежду и похоронил в этой простой одежде скромным образом». И когда эта женщина покинула этот мир, этот юноша не исполнил завещание матери. Боясь разговоров людей, он одел ее красивой атласной одеждой и похоронил таким образом, оставив завещание матери. Зачастую, дорогие братья и сестры, у нас то же самое бывает. Когда мы боимся сплетен или боимся мнения нашего общества, мы пытаемся им потакать, в то время как мы знаем, как у нас прописано в нашей религии, в нашем шариате, красивым, правильным образом. И этот юноша, он не исполнил завещание матери, похоронил ее показухой для людей в таком вот красивом одеянии. И в первую же ночь он видит во сне, что мать ему говорит: «Сыночек, почему ты не выполнил мое завещание, почему ты меня не послушал? Поистине, я недовольна тобой», говорит мать. Он просыпается в холодном поту, удивленный и испуганный этим сном, он не находит себе места, начинает сильно беспокоить это его, и он идет на кладбище следующим днем, раскапывает могилу матери и не находит ее там. Испугавшись, юноша начинает сильно плакать, причитать, ходить вокруг этой могилы, и тогда он слышит громогласный голос, который говорит: «О юноше, поистине мы не оставляем тех рабов, которые оживляли ночи Раджаба и постились в дни Раджаба, мы не оставляем их одних в могиле». Вот таким образом этот юноша узнал о достоинстве месяца Раджаб. Таким образом. Но давайте, если подумав и взвесив вот на весах разума все то, что мы уже привели, дорогие мои друзья, давайте, опираясь на наше глубокое понимание и наши эти скромные знания, давайте все-таки быть грамотнее, умнее, дальновиднее. И этот месяц Раджаб, который к нам, к счастью нашему, близится, давайте оживлять эти ночи красивым оживлением, поститься днем и стараться быть добрее и внимательнее друг к другу. Альхамдулиллах.